Всем привет! Вечер субботы – самое время отложить свои смартфоны в сторону, усесться поудобнее на диване, потому что сейчас будут самые интересные и обсуждаемые новости интернета. Готовы? Это рубрика «В сети». Начнем! Температура за окном минусовая, и поэтому реки все заледенели. А для татарстанцев это повод, чтобы выйти на красивый лед и чтобы устроить танцы на льду. Например, на Каме вот такая красота. Сумасшествие! Сумасшествие! Что не сделаешь ради красивых фоточек и видео в Инстаграм. А вот в Казани пошли дальше. Там не просто фоткаются, а нашли совершенно новое развлечение. Но это еще что? Кто-то решил снять крутую рекламу автомобилей на таком льду, но, как обычно, что-то пошло не так. Так что, друзья, фотки фотками, но будьте осторожнее, иначе танцы на льду закончатся жить здорово. Как вы заметили, лед везде есть, а вот снегом даже не пахнет. Да, друзья, судя по всему, снег в этом году есть и будет только возле чаши. И то там он искусственный, потому что строит снежный городок. Но будем надеяться, что все-таки нас накроет снежная волна. Ну а пока, если есть желание поиграть в снежки, то соберитесь, пожалуйста, и идите уже на работу. Все рассмотрели фильм «Джокер». Многие сейчас спрашивают, куда же он делся и чем он сейчас занимается. Ответ есть у меня на этот вопрос. Он в Челнах живет обычной жизнью. Так что, друзья, знайте, каждого злодея ждет суровая челнинская рутина. Небезызвестная певица Лейла выпустила новый клип про Новый год, который за сутки набрал уже более 200 тысяч просмотров. Новый год, я буду обниматься со всеми Новый год. Я буду танцевать каруселью Новый год. Я буду зажигать. Ну, после просмотра понимаешь, что его нужно было назвать как «Не надо праздновать Новый год». Или «Что может сделать с вашим праздником Снегурочка за 5000 рублей». На прошлой неделе Рубин сыграл с питерским «Зенитом», и после матча был замечен самый фанат Артема Дзюбы. Это прям напоминает сцену из «Бригады», только здесь не Димон, а Тёма! А сейчас наша традиционная рубрика «В сети» с президентом. Неделя президента началась с рабочей поездки в Узбекистан, где он посетил театр в Самарканде, открыл новую линию КАМАЗа и встретился с президентом. Затем поздравил Казанский федеральный университет с 215-летием, а потом вручил награды деятелям культуры нашей республики. А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте День матери, который прошел в воскресенье. Так что, если еще не поздравили своих мам, обязательно сделайте это. Вторую строчку занимает премьера фильма «Аванпост». И замыкает топ-матч Лиги чемпионов «Локомотив-Байер», который прошел 26 ноября. 0-2 в пользу Байера. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои фотографии, видео, различные новости. Короче говоря, будьте в сети. Пока!